Минздрав в Коми проработает вопрос о бесплатном обеспечении детей с сахарным диабетом первого типа системой непрерывного мониторинга глюкозы. О проблеме говорили сегодня на рабочем совещании постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта. Сейчас в республике проживает 350 таких ребят. Всем им ежедневно приходится сдавать анализы на уровень сахара в крови. Причем прокалывать пальцы приходится до 15 раз за день. Анастасия Тюрнина продолжит. 350 детей с сахарным диабетом первого типа в Коми. На обширном заседании в Госсовете мам всех этих ребят представляют Любовь Паронькина и Екатерина Данилова. Остальные держат за них кулачки. Вопрос для них жизненно важный. Мы очень надеемся, что к нам проникнутся, потому что уже есть ситуация, когда в других регионах этот мониторинг уже закупили, его выдают бесплатно. И мы, конечно, очень ждем, что все-таки власти республики откликнутся на нашу просьбу, и мы сможем обеспечивать своих детей этим очень нужным прибором. Дочери Любови 10 лет. 8 из них она болеет сахарным диабетом первого типа. Мониторить сахар в крови приходилось первые 3 года по 15 раз в сутки глюкометром. Ради здоровья дочки маме даже пришлось уйти с работы. А травму пальчиков вспоминает с ужасом. Тот день, когда на ручку ребенка установили электронную систему мониторинга, считает самым счастливым. В данный момент мой ребенок находится в школе, и я могу видеть, какой сахар у него на данный момент. То есть сейчас у него сахар 8,3, стрелочка показывает в бок, в сторону, что есть сахар ровный, он не падает, он не идет вверх. То есть, в принципе, ребенок на данный момент может спокойно заниматься учебным процессом. Он, конечно, немного повышен, но для детей с сахарным диабетом это не критично. Это цифровая система непрерывного мониторинга глюкозы «Либра». Она работает через приложение в телефоне. Поднося его к датчику, озвучивает цифры. Видит это на расстоянии в своем телефоне и мама. Точно так же работают и другие системы. Они есть, но позволить купить их могут не все родители. Действительно, это щадящая система, которая нужна нашим детям. Вместо того, чтобы 6, 8, 10 раз в день колоть и узнавать результаты сахаров, лучше поставить эту щадящую систему. Поэтому, естественно, на все это необходимы деньги. Здесь большие суммы. Там у нас порядка 300 детей в республике. Будем просить дополнительное финансовое обеспечение у правительства республики. Будем это обосновывать. И, в свою очередь, я дал поручение заму по экономике, чтобы включить в программу госгарантии, естественно, согласование с правительством республики этой позиции, чтобы обеспечивать детишек. Мнение экспертов на заседании положительное. Цифровой мониторинг обеспечит круглосуточную осведомленность о сахаре в крови детей, а значит, предотвратит осложнение заболевания. Никаких сомнений в целесообразности медицинской нет, но я хотел бы еще внимание уделить на экономическую составляющую. Вот те деньги, которые будут вложены на эту методику, они через год, через 2 дадут, а еще больше, очень большой эффект в связи с тем, что дети меньше будут болеть осложненным течением заболевания, поскольку ежегодно от 10 до 15 детей к нам попадает в реанимацию. К слову, в соседнем Ханты-Мансийском округе, Мурманске и в целом в 6 регионах России уже практикуют современный мониторинг за счет бюджетов. В Коми за счет федеральных средств таким аппаратом пользуются 26 детей. Всего же нуждаются 358. Я надеюсь, сегодня мы выйдем вместе с коллегами на положительное решение о том, чтобы все-таки детей, которые страдают сахарным диабетом, обеспечить данной системой мониторирования. Цена вопроса по детям, она 24 миллиона. Итогом встречи становится создание рабочей группы по этому вопросу. В самое ближайшее время представители Министерства здравоохранения Коми обсудят обеспечение детей системой непрерывного мониторинга глюкозы и с главой Коми. Мы будем следить за новой информацией. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган.